Уехать далеко за город и работать на себя сможет далеко не каждый. Ведь отучившись в университете в городе, не все решаются уехать и посвятить свою жизнь селу. В большинстве случаев профессию фермера выбирают ребята из сельской местности. Они хорошо знают, что такое посев и уборка урожая, а также животноводство. Меня зовут Данияр, это наша ферма. Каждое утро я просыпаюсь в 6 утра и начинаю свой день на ферме. Начинаю готовить корма, кормить скот, открывать, на выпас их отпускаю. Вот наши телята. И сейчас мы отпускаем наших лошадей и погоним в горы. Вот уже более 6 лет Данияр посвящает себя своему любимому делу, но в одиночку справляться совсем тяжело, поэтому у него есть партнеры. Я очень рад, что я встретил Армана Сосели, это мои партнеры, и мы вместе запустили этот проект, и очень успешный проект. Мы кормим наше поколение, наших людей чистым, реально чистым мясом, выращено на чистом ячмене. Когда-то Данияр работал в аудиторской компании, как и все, сидел в белой рубашке в офисе, но в один момент захотел вернуться в свой родной город Исык, чтобы заниматься любимым делом. Здесь мы заготавливаем корма, то есть дробим, кормим мы чистым ячменем. Вот такая вот чистая ячмень, вот она, шикарно. На этой дробилке мы дробим, и как только она уже дробилась, у нас получается вот такая вот масса. И только чистый ячмень, никаких больше добавок, ни пшеница, ни отруби, и тем более не кукуруза, так как кукуруза ГМОшная, как я и ранее говорил. Кормим, и получается вот такая вот масса, дробленка. Мы ее немножко мочим водой и даем, начинаем, смотря кто какого возраста, и начинаем давать. То есть каждому индивидуальный подход. Иначе, если перекормишь, у КРС рубец забивается. Животных на ферме кормят строго по графику, минута в минуту. В основном их рацион составляет ячмень, сено и вода. Также в дополнение дается соль и мел с большим содержанием кальция. Но самое важное, что в дальнейшем отражается на качестве и вкусе мяса, это чистая родниковая вода. Вот мы едем в горы, сейчас мы проедем наши Исыкские горы, у нас там вверху есть сенокос. И плюс лошадей мы смотрим, там своих контролируем. Телят у нас каждый день мы их выгоняем и вечером прогоняем. Они уже дорогу знают. С гор Исыка, где пасутся животные, просто шикарный вид. Чистый воздух, всегда зеленая трава и довольный скот. Вот они там пасутся сейчас, часть, там пасутся часть. Да, вот они там, а вон они, наша половина наших лошадей, часть лошадей. А телята, они, когда здесь, когда выше, то есть, их уже пасут. Их прям вот всадник рядом с ними с утра до вечера, потому что их нужно контролировать. Тем более они породистые, хорошие. А лошадей их, в принципе, если есть хороший айгер, то можно не бояться. Данияр очень любит лошадей, да и свой скот в принципе. И считает, что лошадь самое чистоплотное животное. Вообще конина считается самой чистой. То есть лошадь пьет только чистую воду, лошадь ест только чистое сено. Лошади не зря же говорят, что найдет иголку в стогу сена. После работы нужно набраться сил и поесть чистой, вкусной говядины. Вот так вот мы, фермеры, и питаемся мясом. Вы обратите внимание на цвет мяса. Он шикарен. Хоть я и не ем мясо, но мне понравилось. Вкус действительно отличается от некоторого, которое продается в городе. Каждый день у нас идет забой конины и говядины. Затем она помещается в холодильник специальный. На следующий день приезжает машина, и мы везем наш в Алмате, который находится цех. И в цеху уже идет полная глубокая переработка. То есть это они либо обваливают, либо делают боксами, джелеками, делают ПФ, то есть полуфабрикаты, готовим тушенку из конины. Что еще мы делаем? Языки пастрами, паштеты из печени только наших животных. Все эти жертвы, будьте уверены, стоят того, чтобы однажды увидеть, как заколосилась пшеница, или подержать на руках только что родившегося теленка. Самое главное – заниматься любимым делом, особенно, когда это приносит прибыль.